В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. Роспотребнадзор подвел итоги по пищевому отравлению в Алданской гимназии. Расскажем об итогах расследования. В Алекминске до конца года откроется новая водоочистная станция. В Якутии продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода». Более 200 юных спортсменов республики соревнуются в плавании. В Якутске стартовало соревнование «Олимпийские надежды». Республиканский штаб движения «Мы вместе» продолжает работу по двум основным направлениям. Волонтеры движения оказывают адресную помощь семьям участников специальной военной операции в бытовых вопросах. Это доставка продуктов, уборка снега, приобретение лекарств. Также продолжается сбор гуманитарной помощи и средств первой необходимости для отправки на фронт и госпитали, где проходит лечение раненые бойцы из Якутии. С сегодняшнего дня объявили республиканскую акцию «Поможем нашим», где непосредственно проходит сбор гуманитарной помощи. Сейчас собирается в первую очередь это теплые вещи, медикаменты, средства личной гигиены, а также предметы первой необходимости. Сбор осуществляется у нас по адресу Бестужево-Марлинского, 5, корпус 1 с 9 утра до 6 вечера. С приближением новогодних праздников сотрудники Роспотребнадзора предупреждают граждан Якутии. При выезде за границу следует тщательно подготовиться и ознакомиться с эпидситуацией в стране, которая была выбрана для отдыха. На сегодняшний день в странах Азии и Ближнего Востока регистрируются такие опасные болезни, как малярия, лихорадка денге, оспа обезьян, а также чума и сибирская язва. При выборе путевки также стоит ознакомиться с условиями медицинского страхования в странах. Наши многие жители планируют выезд за рубеж на отдых, и основными направлениями отдыха у наших жителей являются это Таиланд, Китай, Египет, Турция, Дубай, ну и другие направления. Перед отъездом мы многим жителям рекомендуем пройти медицинский осмотр в своих поликлиниках и пройти профилактические прививки по таким инфекциям, как против гепатита А, дизентерии, против кори и других инфекций. Роспотребнадзор подвел итоги по пищевому отравлению в Алданской гимназии. Напомним, неделю назад 14 школьников получили пищевое отравление, пообедав в столовой образовательного учреждения. Роспотребнадзор и другие контролирующие органы подвели следственные мероприятия, изучили результаты анализов проб на возбудителей пищевой инфекции и получили следующее. В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что это была вспышка норовирусной инфекции. Норовирус – это подразновидность энтеровируса, который приводит к острым кишечным инфекциям. Установлен источник инфекции. Им оказался работник гимназии, который привлекался к работе в столовой. Все мероприятия проведены в полном объеме. В настоящее время основная часть заболевших выздоровела и возвращена в школу. Пищеблок работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. В Алекминске продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода». В работе вторая очередь водозабора. Согласно обозначенным планов, объект планируется сдать до 30 декабря этого года. Напоминаем, в 2021 году был торжественный запуск водоканала, благодаря которому вода доходит до потребителя значительно чище. Вода будет забираться, получается, откуда? Вода будет забираться от 40 метров. У нас будет стоять оголовок. С этого будет забираться именно с грунтовых вод. Не с самого русла, а именно с земли, естественным фильтром. С искренней гордостью рассказывает о работах директора Алекминского филиала жилищно-коммунального хозяйства. С 23 сентября этого года возобновлены работы на берегу реки Лена. У нас в Алекминске идет реализация второго этапа большого
федерального проекта «Чистая вода». Сейчас на очереди второй этап – водосборное сооружение по программе реконструкция системы водоснабжения Алекминска. На сегодняшний день выполнена планировка и отсыпка для строительных работ. Подготовлена траншея от павильона до колодца. На объекте трудится порядка 15 человек, из них 5 сварщиков, задействованы 2 единицы техники, бульдозер, погрузчик. Ну и, соответственно, ведутся монтажные работы. Готовность объекта составляет порядка 75%. В ближайшие дни здесь ожидают приезд специалистов, которые выполнят работы по горизонтальному бурению до оголовка. Строится у нас павильон, строится у нас колодец основной. Сейчас ребята продолжают работы, заканчивают, точнее, работы по сварочные работы по изготовлению емкостей из нержавеющей стали. Конечно, качество будет лучше, и самое главное, вот именно в весенние паводки вода останется чистой. А примерно когда планируется закончить? Сроки сдачи проекта у нас 30 декабря текущего года. В этом году мы должны завершить данный проект. На сегодняшний день забор воды по старинке. Но при всем этом, благодаря реконструкции самого водоканала, вода доходит до потребителя значительно чище. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Якутский опыт реализации проекта «Квартала труда» обсудили в Москве. В столице стартовала учебная программа по подготовке управленческих команд для новой креативной инфраструктуры Дальнего Востока. К следующему году в регионе будут открыты 4 креативных кластера. Подробности в материале наших коллег. За креативом будущее. Так считает президент страны. Уже к 2030 году в России экономика, связанная с интеллектуальной деятельностью, должна быть удвоена. И для развивающегося сектора необходимы квалифицированные управленческие кадры. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики решила реализовать программу под названием «Управление креативными пространствами». Здесь шло вхождение, введение людей, тех, кто непосредственно занимается креативными индустриями или, по крайней мере, собирается заниматься креативными индустриями в субъектах Федерации Дальнего Востока, непосредственно на примере, на опыте московских площадок. И, кроме того, конечно же, у нас была возможность нашим коллегам пообщаться между собой. Я очень рад вообще оказаться здесь. Не только потому, что мы здесь можем узнать какие-то новые опыты, да, а даже для того, чтобы познакомиться с нашими коллегами со всего Дальнего Востока. Очень интересно посмотреть, что у них происходит, как они с этими справляются, какие сложности, какие есть перспективы. В Москву приехали 140 управленцев и представителей креативных индустрий из всех регионов Дальнего Востока. В течение 4 дней для них проходили семинары, круглые столы, а также практические занятия, где всем участникам предлагалось защитить свои существующие и будущие проекты. Я первый раз на такой подобной программе. И мне нравится, что мы приехали от Якутии какой-то командой, нам нужно представить конкретный проект, есть какое-то практическое применение того, что мы будем делать. И это меня вдохновляет и настраивает на то, чтобы не просто приятно провести время и что-то новое узнать, но еще и какой-то шаг задел на будущее сделать. Особый интерес вызвал якутский опыт. Уже 2-й год в Якутске работает «Квартал труда». И это пространство является флагманом в креативных индустриях всего Дальнего Востока. У нас в республике смогли найти направления, в которых хотят и могут развиваться сотни молодых и талантливых людей. И по мнению экспертов, этот пример нужно брать на вооружение всем. В любом регионе надо задуматься над тем, какими ресурсами мы располагаем. Человеческими, да? Кто у нас есть, на чем мы можем вот эту креативную экономику строить, где та ниточка, за которой можем потянуть, чтобы потом произошел рост и в других тоже индустриях. Организаторы уверены, новая образовательная программа сформирует профессиональные команды управленцев. И уже на местах эти люди с новыми силами и знаниями будут организовывать работу театров, музеев, киностудий, причем не только развивать творческий потенциал своих земляков, но и зарабатывать деньги. Максим Кардозу, Андрей Черкашин, Москва.
В Амге прошло мероприятие «Мир Олонхо». Для детей были организованы мастер-классы по игре на традиционных музыкальных инструментах и играм в якутские настольные игры. Также в мастерских «Мир Олонхо» дети рисовали героев Олонхо, раскрашивали телефонные подставки, лепили из воздушного пластилина. Особое внимание привлек мастер-класс по национальным видам спорта. Проект стал важным шагом в воспитании любви к родным традициям и способствовал укреплению культуры связей и передачи наследия будущим поколениям. Я играла там на гитаре, делала подставку, рисовала, делала из воздушного пластилина утку и сейчас сделала аквагрим. Понравилось. И я тут сделала пазл там. И мне тут понравилось. Я хочу, чтобы еще в следующем году еще так было бы. В этом году исполняется 195 лет со дня основания первой школы в Вилюйском Улусе. В честь круглой даты был проведен второй этап педагогического улусного фестиваля «Золотые уроки» для учителей и коллегостоп лучших занятий для педагогов дошкольных учреждений. Этот фестиваль проводится с 1997 года. В нем приняли участие 21 учитель и 7 воспитателей из разных наследов Улуса. Они провели познавательные уроки для учащихся и своих коллег. Участники конкурса набрались много опыта. Мы приезжаем сюда, обмениваемся опытами. Сначала проходит на школьном уровне. Победители школьного этапа приезжают сюда на улусный этап, и мы проводим здесь золотые уроки. Главная цель этого фестиваля – показать лучшие уроки педагогов. То есть молодые учителя могут приехать на фестиваль «Золотые уроки» и посмотреть как мастер-класс. Олимпийские надежды. Именно под таким названием в Якутске стартовало республиканское соревнование по плаванию среди школьников. В рамках торжественной церемонии открытия вручили спортивные формы детям участников СВО. В олимпийских надеждах принимают участие более 200 юных пловцов республики. Спортсмены будут состязаться на дистанции в 50 и 100 метров в нескольких стилях. Также пловцы выявят лучших в эстафете на 25 метров вольным стилем и комплексным плаванием. Мой любимый стиль в плавании – это вольный стиль кролем. Я выбрала плавание, потому что, чтобы у меня не было проблем здоровья. На соревнованиях я вообще не волнуюсь. Ой, я очень волнуюсь, переживаю. Очень хочется обновить свой новый разряд, медалек получить. Ну и просто хорошо провести время. Я занимаюсь плаванием, примерно лет 5. И я выбрала этот вид спорта, но он мне ближе всех видов спорта. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.